Добрый вечер, дамы и господа. Я рад вас приветствовать в нашем клубе. Я рад вам презентовать наш новый проект. Наш новый проект называется «Клуб Диалог». Клуб экспертов, клуб знатоков, клуб людей, профессионалов, состоявшихся в своей профессии. И я рад приветствовать и говорить о вас, потому что в каждой из областей у нас сложились уже такие группы, наверное, людей, которые могут профессионально обсуждать, профессионально говорить на все темы, которые стоят сегодня, которые обсуждаются сегодня в республике. И, наверное, вы сегодня будете представлять гражданское общество, и ваши идеи должна слышать власть, должна слышать оппозиция. И этот диалог должен быть всегда равным, должен быть всегда взаимоуважительным. И, наверное, власть не должна придумывать идеи, она должна брать их из гражданского общества, из экспертного сообщества. И весь смысл нашей передачи заключается в том, чтобы вести этот диалог, и мы были бы услышаны, наши эксперты были бы услышаны и нашим обществом, и властью. И я думаю, наш проект будет долгосрочным, он будет интересный. Все зависит от вас, от наших экспертов. И мы, так как на самом деле близка тема мне, это градостроительство. Вы все меня знаете, я занимаюсь строительством и в этой сфере как бы более-менее разбираюсь, да. И тема, когда готовился к передаче, стал искать название, и мне очень понравилось название, которое было придумано на Венецианскую архитектурную биеннале. Тема биеннале звучала так: город, архитектура и общество. Так я хочу назвать первую нашу передачу: город, архитектура и общество. Те проблемы, которые мы будем сегодня обсуждать, они касаются вообще общественного пространства, архитектуры. И я бы хотел всех представить на сегодняшнюю передачу. Мы пригласили представителя нашей законодательной власти Ахрубжане. Также на сегодняшнюю передачу представлю Сократа Волба, инженера-проектировщика. Представлю нашего эксперта, архитектора-дизайнера Каму Кация. Нашего эксперта Тимура Ломия, архитектора-реставратора. Очень такая, звучная, профессия, да, очень востребованная, я думаю. Всем известный наш архитектор Отар Кибурия. И здесь молодой человек представляет управление охраны памятников Инал Джопуа. У нас в студии сегодня есть и группа поддержки, тех, которых я хочу тоже представить. Это Илана Джопуа, это юрист парламента. Я думаю, вы будете активно принимать участие в нашей тоже дискуссии. Хочу представить Беслана Богателя, архитектора. Хотел бы представить Мадину Чкотуа, студентку Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. И начав разговор, я бы, наверное, хотел бы сказать о том, что актуальный вопрос городского устройства заключается именно еще и потому, что половина населения живет уже в городах, всего человечества, да? И если статистически взять и население Абхазии, также половина жителей Абхазии сегодня живет в городе.
А в будущем в городах вообще планируется, что будет около 75% населения, это буквально уже через к 50 году считается, что около 75% населения будет жить в городах. И, наверное, все-таки вот те тенденции, которые были в середине 20-х годов, когда крупные города мира переживали период такой деградации, сейчас, в 21 веке, они сменились таким возрождением, где города становятся центром межкультурного такой активности, в которых рождаются концепции вот будущего, да. И вот грамотно организованное, наверное, пространство будущего, наверное, может улучшить вообще состояние не только самой городской среды, но и всех жителей, которые, так сказать, каждого человека, да. Вот я бы хотел, чтобы вы, начиная этот разговор, сказали о вот этих тенденциях, которые происходят, да, в мире, и рассказали бы вообще об истории возникновения нашего города, и как он строился, и какие тенденции были в строении, когда закладывали этот город, и, наверное, еще бы, знаете, о чем сказал бы, да, вот есть концепции разные, да, 3 основные концепции, которые, как я понимаю, это европейская континентальная концепция, да, где центральные части городов сохраняются и вообще не застраиваются, и сохраняются, вот, да, и другая концепция, так сказать, связанная с Великобританией, с Лондоном, где все-таки центральные части застраиваются там. То есть нету такого разделения. И американская концепция, так сказать, та, которая, да, нету никаких правил. В принципе, я так понимаю, сегодня то, что мы собрались, в первую очередь, наверное, будем говорить о нашем городе, о столице нашего государства. Много проблем. Конечно, сейчас об истории говорить не буду, вдаваться тоже не буду, но скажу кратко, что сам по себе наш город, конечно, уникальный, это лично мое мнение. И вы знаете, только и географически, как он расположен, амфитеатром он вдается в море, это просто уникальное место на самом деле. И, например, я считаю, что по планировке, да, и по расположению, и по ландшафту такого приморского города сыскать очень трудно во всем мире. Дело в том, что у нас планировка города такая, вот четкая квартальная застройка, пересечение улиц. Это вот как древнегреческие города, полисы, вот так строились, вот там квадратные такие кварталы застраивались. И, в принципе, у нас город по такому же принципу и запроектирован. А в силу каких обстоятельств вот это получилось? Дело, например, мое видение такое. Вы понимаете, вот когда делается, допустим, проектируется городом генплан и тому подобное, в первую очередь, наверное, это целая научная работа, это подход и не только с архитектурной точки зрения, там народонаселение, там коммуникации. Там. Дело в том, что в 30-х годах в основном развиваться уже по четко спланированному проекту, да, начал развиваться город. И по сей день структура вообще города, вот основная линия, основная архитектура города вот соответствует тому времени, вот по решению тех же улиц, пересечений и тому подобное. То есть Советский Союз, значит, неплохое наследство нам оставил? Ну, я, например, считаю, что очень много полезного, очень много хорошего было и в то время, и в наше время. Просто надо хорошее брать оттуда, и это приумножать, и наоборот рекламировать то, что хорошее было. Кстати говоря о Советском Союзе, наш город, я боюсь просто соврать, это то ли в 54-м, то ли в 56-м, может в 54-м, скорее всего, вот эти часы администрации нашего города, вот, наша башня, да, эти часы подарены было городу нашему как самому чистому городу.
во-первых, я не ратую там за советский образ жизни или за наш образ жизни. Я просто хочу сказать о том, что было хорошо тогда и что сегодня хорошо и плохо, скажем. И тогда что-то было. У нас чаще всего в советское время, к сожалению, из-за того, что это все-таки была безликая архитектура, потому что архитектор была безликая, да? Безликая, чаще всего, потому что архитектор ставился в рамки. Это было связано со многими вопросами экономическими, социальными, я не знаю, например, те же наши хрущевки, те же наши ДСКовские дома, вот Селитебная зона, новый район. Это не от хорошей жизни это все было, это быстро надо было возводить дома, заселять людей и тому подобное, но это не говорит о том, что это было очень плохо, это было тогда необходимо. А сегодня жизнь другая, сегодня есть возможность, я абсолютно в этом убежден, те же безликие эти девятиэтажные дома, те же хрущевки, их при правильном подходе все можно изменить. Да, Тимур, все-таки что делать с этими девятиэтажками, с пятиэтажками, что вообще делать с нашим городом, или той частью, которая является безликой? Я думаю, говорить о том, что стихийно их всех сносить, об этом не приходится. Сейчас мы пока еще не готовы к этому, хотя бы финансово. Можно пойти по пути, как Чехия пошла. А какого пути? Зрители не знают, расскажите об этом. Бывшая Чехословакия, она же была как частью Союза, и, соответственно, там огромное количество панельных домов. Если вы сейчас поедете в Чехию, вы Чехию советской уже не узнаете. Она абсолютно вся разноцветная. Именно касаемо панельных домов. Всех цветов радуги. Абсолютно колористика решены, облицованы фасады. Очень красиво, очень ярко, свежо, по-молодежному. И никогда в жизни вы не узнаете, как мы их называем, чешский проект, вы никогда в жизни их сейчас не узнаете. Абсолютно актуальные вещи. Сократ, а как тебе кажется вообще с финансовой точки зрения, с точки зрения технической, это сложно вообще? Это самое простое, так решить этот вопрос. Это да. И я думаю, это целесообразно. Самое дешевое. Самое целесообразное и самое дешевое. В любом случае. Вот, пожалуйста, пример наш. Зачем далеко идти? Вот 16-этажки у въезда в города Суху. Облицовали их композитными материалами. И то, что было раньше, и то, что сейчас. Или пятиэтажное здание. Можно? Это вопрос времени, я уверен, это всегда решится. Но другой вопрос, как мы будем сами относиться к нашему городу. Мы начали с того, как закладывался город и функционально. Закладывался он умными людьми, закладывался он по науке. Соответственно, было разделение по функции. Чего сейчас нет. Сейчас развитие города немножко от частного лица и немножко происходит хаотически. И нет этой динамики в какую-то сторону, мы не знаем, где можно, где нельзя. Нету масштаба, нету никаких, по сути, нет никаких правил, которые бы мог придерживаться в общем стратегии, как развивать и куда развивать город. Правило это что? Правило это закон или это генплан города? Это генплан. Это было заложено, но мы этого сейчас уже не придерживаемся. Товарищ депутат, как-то дошли до вас. Теперь, что вы думаете о генеральном плане города, о законах, о правилах, которых Когда мы дойдем до законов, я Елану к себе на помощь призову. А пока я хочу одну вещь сказать. У нас это первая передача, Я хочу несколько слов про это уже сказать. Во-первых, мне очень приятно, что ты пригласил меня, Ливан. Действительно, очень интересный проект. Мне кажется, что это такой программный, проект, потому что, на мой взгляд, умение находить какие-то решения, поиск решений, это тоже технология. Это тоже какая-то программа, которой надо научиться. И если это получится в чем-то одном, надо эти методы, наработки, клише использовать, наверное, для всего остального. То есть разрешение проблемы, дискуссия, анализ и выход на какой-то результат, это тоже технология, это тоже программа, которая имеет колоссальное государственное значение. В этом плане, мне кажется, этот клуб,
Он такой программно образующий что-то. Что касается вот нашей тематики, классика рассказал, что самое какое-то важное или народное из искусств это кино там, да? А мне кажется, что самое такое государственное из искусств, что ли, это архитектура. Потому что архитектура формирует представление о стране, о городе. Она создает образ, который может быть позитивным, негативным, безразличным. А это, в свою очередь, тянет за собой какую-то череду событий, действий, отношений с точки зрения культуры, туризма, бизнеса, комфорта жизни, которые имеют такие очень разные, разветвленные последствия, в том числе и на государственном, и на экономическом, и прочем уровне. Вот, кроме того, вот почему привлекает такое внимание эта тема, почему вообще она стала темой первой передачи, на мой взгляд, мне это очень приятно, я приветствую, потому что мы говорим о нашей среде, говорим о том, где мы живем. Наверное, мы будем говорить о том, что мы здесь должны чувствовать себя комфортно, да? Наверное, должны говорить о том, что мы должны чувствовать связь поколений, говорить о том, что это может развивать наш эстетический вкус. Наверное, о том, что это целесообразно с экономической точки зрения, потому что чем более организовано пространство, в котором вы живете, как мне кажется, тем более эффективно его можно использовать и в экономическом смысле. Ну, мы, наверное, вернемся отдельно к этой теме. Я далеко зашел. Да. По поводу законов. Да. И все это должно регулироваться правилами, верно? Я хочу сказать, что Илана инициатор вообще вот этих вот, как сейчас говорят, движений в парламенте. Фактически она стала инициатором разработки градостроительного кодекса, собрала такую интересную команду. Я формально как бы нахожусь во главе этого проекта. На самом деле этим занимаются вот молодые люди. И есть очень интересные идеи, интересные подходы. Илана, пожалуйста, скажите об этом, расскажите. В сфере законодательства, что могу сказать, здесь есть специалисты, которые гораздо больше меня знают, что в данной сфере у нас практически ничего нет. А у нас на сегодняшний день есть только нормы, советские нормы градостроительства, инструкции, то есть СНИПы. Косвенно в Гражданском кодексе, косвенно в Земельном кодексе указаны. Но это ничего не значит, так как у нас нет основного закона градостроительного кодекса. Все-таки у меня вопрос, а почему у нас такая ситуация в законодательной сфере сложилась? Именно потому, что все-таки этим вопросом занимаются дилетанты, или меры городов, или там те, кто ответственны, да, за решение этих вопросов, они не имеют советников, прислушиваются, потому что я, насколько знаю, во всех крупных городах существует институт советников, да, по архитектуре, там и так далее. Все-таки некие, чиновники решили сами принимать решения без специалистов. Может быть, в этом причина? Нет, основная причина, конечно, в отсутствии общего свода правил градостроительного кодекса. Я не исключаю, допустим, нет, какая-то определенная порядочность самого чиновника и любовь к своему городу и ответственность к своей работе, конечно, должна присутствовать. Но опять-таки он должен руководствоваться законом, либо подзаконными актами. Отсутствие данного, то есть подразумевает, что то, что не написано, то и можно. Вот и все. То есть вы говорите о том, что свод таких законов у нас отсутствует, потому что ему некого было написать? Почему? На сегодняшний день я вам могу сказать, что так получилось, что две отдельные ветви власти в лице Кабинета министров и парламента готовят, есть рабочие группы, которые готовят градостроительный кодекс. Какая-то рабочая группа начала работать раньше, какая-то позже. Кто возглавляет эту рабочую группу? На сегодняшний день у нас
рабочая группа по созданию градостроительного кодекса. Возглавляет председатель комитета Ахра Юрьевич Бжаня. Спасибо. Значит, мы выяснили, что у нас все-таки в этом направлении какие-то работы ведутся, но у нас еще одна очень большая тема, которую я хотел бы затронуть. И прежде чем перейти к этой теме, я хотел бы продемонстрировать сюжет. Сегодняшние тенденции в строительстве и архитектуре Абхазии вызывают тревогу. Последний скандал был связан со сносом исторических зданий в центре Сухума. Одно снесли полностью, другое частично. Фасад сохранен, и теперь здесь возводится новый дом. Осенью похожий скандал разгорелся по поводу сноса сгоревшего здания на склоне Сухумской горы. Хозяину, конечно, проще снести остатки исторического здания, чем заново воссоздавать некогда знаменитую виллу. На территории, прилегающей к Сухумской крепости, возводят многоэтажки. Так называемый адлерский стиль с окраин города давно перекочевал в центр. А что касается захвата тротуаров, то тут вообще, как говорится, нет слов, одни эмоции. В общем, вывод такой. Идет совершенно стихийный такой процесс, мало управляем. 2 года назад мы говорили с Адгуром Дзидзария на эту же тему. Я вдруг стал ощущать, что я теряю вот тот город, который я знал и любил. Да, и поэтому я вдруг стал фиксировать просто какие-то вещи, которые у меня уже возникало опасение, что они могут пропасть. С тех пор изменилось немногое. Исторические здания по-прежнему в опасности. Процент восстановленных не сравнить с количеством тех, которые погибают на наших глазах. Кроме того, к сохраненным зданиям владельцы пристраивают мансарды, которые полностью уродуют их облик. С каждым днем мы утрачиваем неповторимые частицы нашего города. Утраты невосполнимы. Это потеря того, культурного прошлого, в котором мы росли те, кто и до нас жили, и те, кто будут расти. Они будут расти уже в другом городе, обезличенном. Фотографы и художники как могут привлекают внимание к сохранению исторического облика столицы. Ибрагим Чкадо от Тулакоба устраивали выставки на эту тему. Молодая художница Катя Гуськова недавно открыла взору желающих крыши старого Сухума. Но для предотвращения архитектурного беспредела этого, конечно, недостаточно. Ведь это всего лишь одна из сфер, где проявляется наше реальное и во многом бессознательное отношение к собственной стране. Вообще нежелание терять какие-то свои корни, ценности. По-моему, это любой здравомыслящий человек, он это ощущает и понимает. Но почему этот здравомыслящий голос сегодня проигрывает? Проигрывает, потому что, побеждает чистота. Почему так происходит и как можно изменить ситуацию? Вопрос к гостям студии. Розита Герман, телестудия Асаркия, специально для программы «Диалог». Ну что, вам задали вопрос, господа? Ну, конечно, это ничего, кроме возмущения, не вызывает. Но, может, часть этого возмущения мы должны сами себе адресовать, потому что, наверное, мы не проявили это на разных уровнях, там, на уровне общества, на уровне власти какой-то. Мы не поставили барьер беспредела, понимаете? Сухум действительно очень красивый город, он симпатичный город. У нас у всех очень много друзей, там где-то учились в России, там еще где-то. Они приезжали, и они говорили, у вас, может, они немножко комплимент делали, да, у вас город с каким-то своеобразным модерном, с каким-то своеобразным стилем, с шармом. Мы такого нигде не видели ни в России, ни в Закавказье, ни при Черноморье, понимаете? Город, который создавал вот такое впечатление, в том числе и о нас, формировал какой-то образ. Теперь этот город совершенно варварски уничтожается. Мне кажется, что вот то, о чем ты говорил, Ливан, почему сейчас возникла тема законодательства, правил и так далее, но, возможно, это сумма нашего возмущения уже, понимаешь, общего возмущения. И я считаю, что тот закон, который мы примем, вот этот кодекс, он должен быть, с одной стороны, вот, наверное, скажут, как бы технологичным и устремленным в будущее и так далее, но с другой стороны, он абсолютно жестким. То есть, я не знаю, максимально жестким. Мы должны поставить барьер вот на пути людей, которые, может быть, в силу незнания, непонимания разрушают своими руками, не знаю, просто
колоссальные и эстетическое, и материальное богатство. А те организации, структуры, которые должны им препятствовать, или там вразумлять, или направлять, они совершенно отстранились, абстрагировались, как будто их вообще не касается. Вот показали бы там несколько домов в этом сюжете. Я беседовал с людьми, там, с хозяевами, со строителями и так далее. Я их спросил, вот вы что хотите сделать? Они мне сказали, мы то же самое, допустим, хотим, да? Дело в том, что то же самое, что люди сделают, вот один в один построят, но если давайте будем рассуждать материальными категориями, да, эта сумма будет исчисляться одним порядком меньше, даже если вы построите то же самое, потому что это будет новодел, это не будет памятник архитектуры, это не будет что-то, что будет стоить $1 миллион, это будет что-то, что будет стоить $100 000. Вот, понимаете? Мы обворовываем сами себя и духовно, и материально, и со всех сторон. У нас есть государственное управление по охране памятников. Вот какие у вас проблемы? Как вы осуществляете свои функции? Или что вам мешает? Ну, изначально говоря, в нашем городе, конечно, мы должны помнить, что город наш древний. История насчитывает около 2500 лет. Значит, в этом отношении он подобен вечному городу Риму. Мы можем с ним сравнить. Значит, несколько этапов горизонтов строительства на территории города. Современный облик, который ныне мы видим, он, конечно, сформировался в конце 18-го, начале 19 века. Основная поквартальная разбивка была еще обустроена в тот период, когда Абхазия встала на капиталистические рельсы. То есть до 1910 года, в принципе, вот, историческая зона, центральная часть, торгово-административная часть была уже застроена. И на самом деле это 30-е годы, значит, советский период, более, конечно, нужно было чаянием народа, нужно было, значит, советской системе отвечать, поэтому массово надо было людей расселять в какие-то, значит, новые дома, поэтому в тех зонах, исторических зонах, к сожалению, были построены советские дома для, значит, классический пример советского конструктивизма, конечно, их надо было застраивать, но надо было в отдельные, значит, районы, более, так как у нас есть, значит, 3 исторических, значит, исторические зоны, охранные зоны, это исторический центр города, значит, раз, центральная часть, вторая, значит, территория замка Баграта, прилежащая, район Турбазы, и третий район Синопа и Дендрария, Синопского, то есть здесь мы можем видеть идеальный пример садово-паркового искусства конца 18-го, начала 19 века. Вот. И, значит, наблюдая за современной ситуацией, которая происходит у нас в городе, к сожалению, можно констатировать, вот в 60-е годы, вы знаете, в Будапеште такой трагический момент имел место быть, когда на смену, значит, этим историческим объектам сносили в 60-е годы и массово отстраивались новые дома. К сожалению, 2000-е годы знаменовались у нас такой же ситуацией 50-летней давности. То есть история нас должна учить, мы должны брать пример. Существуют ли все-таки у управления какие-то рычаги, которые могли бы все-таки остановить вот это варварство, которое сегодня происходит? Конечно, конечно. У нас есть основной закон управления, по которому, в принципе, регулирует, значит, по зонам, по территориальным зонам, значит, градостроительную деятельность, значит, на том историческом ландшафте. Но нарушается, конечно, в этой ситуации нужно взаимодействие, значит, органов исполнительной власти, значит, судебной власти, исполнительной власти, поэтому, конечно, сложно одной законодательной власти, значит, исполнительной власти бороться с этой ситуацией. Кажется, это самая главная проблема — контроль. Нет бесконтроля. Контроль над строительством и над реставрацией, и вообще над сносом и возведением новых. То есть может быть какие-то нормированные документы, да, то есть проекты там и так далее, но это же по факту может быть не воплощено в жизнь. Такие моменты тоже бывают. У меня тогда такой вопрос: кто должен контролировать? Если мы говорим о том, что эти функции должно взять на себя государство,
не бывает таких функций одновременно, да, не может само государство строить или производить реконструкцию и само же проверять. Значит, государство должно или проверять, да, или, то есть вот недавнее наше прошлое, когда власть, государство сама, так сказать, по своему усмотрению строила те или другие объекты, не согласовывая с общественностью и так далее. Не лучше ли создать такую систему, где государство займется своими функциями контроля, будет выступать партнером, а застройщиком должны выступать частные компании, которых государство контролирует. Да, вот, Сократ, как тебе кажется вот в этом отношении? Как надо выстраивать вот этот механизм? Потому что мы говорим о контроле, но если само государство нарушает в виде государственных компаний строительных, да, ведет эту застройку. Государство, наверное, это не какое-то одно лицо, наверное, там много структур, которые взаимоконтролируемые. И все это, наверное, тоже общественностью как-то контролируется. Государство, наверное, это все общество, которое мы и составляем. Я имею в виду власть. Просто у нас, можно сказать, государства, может, и нет, потому что какая-то анархия, какие-то люди у власти могут творить то, что они хотят. Может, так у нас обстоятельства сейчас в Абхазии, и поэтому весь этот беспредел или там весь этот ужас, который мы наблюдаем во всех сферах нашей жизни, и в том числе и архитектуры, и города то же самое. Потому что вот, в частности, что они могут сделать? Защита памятника. Что-то они смогут защитить, ничего они не могут сделать. Первоначально там проблема одна. Есть собственник, есть охрана. У нас есть закон о разграничении государственной собственности на муниципальную и государственную. На основании этого закона те либо иные объекты, будь то это недвижимый объект историко-культурного наследия, либо иной другой, то есть у него есть владелец. Этим владельцем может быть администрация города, Государственный комитет по приватизации имущества. То есть нет взаимодействия между управлением историко-культурного наследия по охране историко-культурного наследия и между собственником. То есть из-за отсутствия этого взаимодействия между ними возникает та проблема, которую мы сегодня видим. То есть если собственник предупреждал бы, что он приватизирует, то есть объект приватизируется, и того соискателя он отправлял бы в управление историко-культурного наследия, чтобы он подписал охранный договор, то есть произвел всю необходимую процедуру, то есть, возможно, этой проблемы не было бы. Илана, я представляю себе механизм государственной власти в градостроительстве и в строительстве именно как наделенными как функциями. То есть если мы говорим об управлении строительства, да, то это то управление, которое должно организовать тендер. Да, если государство, имеет какие-то бюджетные средства для восстановления того или иного объекта, да, то есть она объявляет, это управление объявляет тендер, конкурс на, даже и реконструкция, сейчас Тимур, наверное, подтвердит, что должен быть проект, да, это должен быть на уровне проектирования конкурс и на уровне застройки. Если государство в своем же лице само же проектирует, само же строит, и мы сами понимаем, что чиновники друг друга, Сократ сказал, но я на самом деле очень себе трудно представляю, чтобы чиновники сами друг друга, так сказать, смогли проверить. Если застройщик начинает строить государственный объект или объект, который финансируется из бюджета, то весь принцип должны быть конкурсности. Да, если сам чиновник в силу, как мы знаем, разных коррупционных схем
в силу, когда мы знаем, что проекты иногда заказываются за пределами Абхазии, когда вот, слава богу, у нас есть свои архитекторы, у нас, слава богу, есть свои строители и так далее. Когда вы не принимаете участие, наше сообщество архитектурное, не принимает участие в создании строительства, значит, что-то не так государство организовало. Я так понимаю. То есть государство должно выступить как некий третейский, так сказать, судья, который регулирует эти процессы. Вот когда мы приступили к разработке этого кодекса градостроительного, у меня такая мысль постоянно в голове крутилась. Вот мы это сделаем, хорошие законы и так далее, саккумулируем опыт, но я опасался, что мы эффективно не сможем это применить. Понимаешь? Потому что когда вообще в сообществе, там, в обществе, в государстве вот такая вот атмосфера пренебрежения законами, понимаешь, тогда вот отдельно взятые части, я боюсь, что они не будут работать, понимаешь. Что такое вот этот закон, в данном случае наш? Это какие-то правила, это какие-то инструменты и гарантии, что это точно будет работать, да? Закон должен быть неотвратимым. Мы это можем сделать, но нужна общая атмосфера и в обществе, и в государстве, чтобы вообще понятие закона работало, чтобы у нас у всех было уважение к этому понятию, чтобы у нас вообще была атмосфера законности в государстве. Тогда вот эта работа, которая сейчас делается, и наше представление о том, что это должно идти вот в каком-то цивилизационном русле, она получит смысл, она получит жизнь, она получит продолжение. Поэтому вот я думаю, что мы не можем, к сожалению, вырвать вот этот сегмент нашей жизни от всего остального. Я думаю, здесь надо провести и такую идеологическую работу с нашим населением, потому что, я думаю, люди должны понять, что сегодня вот та культура и то наследство, которое нам осталось историческое, его можно конвертировать в экономическую составляющую, да? То есть та культура, которая нам досталась, она интересна всему миру, то есть за ней могут приехать люди. То есть если мы сегодня говорим о этих тенденциях, да, мы должны вспомнить те города, которые пошли по этому пути, да, по этому пути пошел Бильбао, по этому пути пошла Барселона, Турин. То есть эти страны, эти города, которые конвертировали свою культуру в экономику, они получили от этого очень большие прибыли. Все население города. 80% туристов, посещающих Бильбао, приезжают туда, чтобы посетить центр современного искусства имени Гугенхайма, да? Да. То есть это вот центр, который стал привлекательным для посещения. И здесь, естественно, инфраструктура города начинает работать. Эти отели, рестораны, кафе и так далее. То есть у нас очень большая проблема, все мы знаем, что короткий курортный сезон, 100 дней. Сегодня, наверное, надо донести до наших жителей, что вот та часть историческая, которая у нас есть, она привлекательна, да? Как нам все-таки вот частные интересы людей сегодня, которые нуждаются в каких-то улучшениях своих бытовых условий, да, скажем, воды, света, инженерии той, которая у нас, как оно должно сочетаться? Что же все-таки надо делать в первую? Может, сегодня жители скажут, давайте сделаем воду, свет, улицы там, а потом уже начнем, так сказать, вот то, что вы говорите. Вы понимаете, пока мы будем заниматься, у нас такая катастрофическая ситуация, на самом деле, и с каждым днем она все ухудшается, потому что, как мы, наверное, все знаем, и лукавить не будем друг другу, что у нас памятники архитектуры в основной своей массе находятся в удручающем состоянии, и каждый день имеет значение. То есть, если взвешивать как бы эти два момента, да, что важнее, понятно, что социальные какие-то такие нужды
нужды для людей, да, они тоже важны, как бы они нужны, но не стоит забывать о том, что если приходится выбирать, то уж, на мой взгляд, как бы воду и все остальное это можно сделать, как бы это всегда можно сделать, но если из двух зол выбирать. А памятники архитектуры мы можем утратить просто их навсегда, безвозвратно. Нет, у меня в голове крутится немножко другая мысль. Вот, когда бываешь в больших городах, да, мировых городах, все время складывается такое впечатление, что в этом городе можно родиться и умереть. И оттуда можно не выезжать, вот весь круг жизненный, да, будет выполнен. То есть ты не родишься и не умрешь каким-то необразованным или проживешь неинтересную жизнь. Это не так. Ты увидишь интересные экспонаты музея, ты увидишь какие-то выставки, театр, кино и так далее, и так далее. Весь круг будет выполнен. Вот это то, чего мне, например, не хватает в нашем городе. Да, это первично, это сохранить то, что мы имеем, но надо одновременно и думать, что нам делать дальше. Это само собой, что нам надо сохранять. Это должно быть по умолчанию, это должно дойти до владельцев этих памятников архитектуры, что разрушать их ни в коем случае нельзя. Но и все то, что мы строим дальше, мы должны создавать интересный город, мы должны создавать красивый город. И перво-наперво, к чему я призываю, это обращаться к профессионалам, обращаться к архитекторам. У нас очень много строится без архитекторов, без проектов. Вот сам решил, с мастером посоветовались, ни масштаб не соблюдается, ни колористика, ни тротуары, ничего не соблюдается, вот просто им выиграть территорию, и все. Вот это большая беда. Я абсолютно согласен с Камой, что надо развиваться дальше. Но каким образом? Каким образом? Сегодня воду сделать, завтра свет сделать, а послезавтра дом построить. Надо все делать вместе, потому что жизнь двигается дальше. Дело в том, что человек, вот мы, живущие в городе, он должен себя уютно, комфортно чувствовать в этом городе. Вот конкретные примеры беру. Берем квартал. Вот раз, два, три человека, три застройщика, три частника. Один берет там 5 на 10 строит, другой 12 на 6. И расстояние между ними. Дело в том, что надо каждый квартал обязательно фасады города делать. Вот мы сейчас говорим о законах. Закона в центральной части города, как такового нету, но все прекрасно, у нас есть инструкции, все прекрасно знают, свыше 3-4 этажей нельзя. Да? Архитектура должна быть местная, сухумская, как хотите называйте. Именно сухумская архитектура. Что такое сухумская архитектура? Мое мнение какое? Это масштаб. Масштаб человека к среде. Вот это самое важное. Этот город должен быть уютным для всех, комфортным для всех. Ты с удовольствием должен выходить из дому и приходить домой тоже с удовольствием. Ну, а можно управлять этим? Ведь город это же управление тоже. Конечно, можно управлять. В старом городе мы должны применить новые правила в этих законах, новые технологии. Делать так, чтобы стало проще, эффективнее на разных уровнях. На уровнях проектирования, на уровне создания коммуникации, сервиса, среды, планов развития и так далее. В условиях исторического города, конечно, важно такое обстоятельство, как такое понятие, как опека над памятниками, охрана памятников и опека над памятниками. То есть охрана памятников со стороны государства производится, опека со стороны граждан. Все-таки граждане должны более ответственно подходить к данному вопросу, следить за состоянием своего собственного города, за объектами культурного наследия, которыми они владеют. Вы знаете, Воронова, Базинская, здесь, по-моему, кого не идет улица. Вот последний квартал перед морем, раньше военкомат там был, сейчас тоже военкомат, да? Там это дело, там, я помню, стояли одноэтажные, двухэтажные домики, но они тоже были так довольно симпатичные, а весь квартал вообще тоже он относился к этой исторической зоне. Это все снесли, поставили эти сомнительного архитектурного стиля, мягко выражаясь, эти дома. Могли бы мы, например, имея в виду развитие города, как ты сказал, Ливан, в сторону культурного,
перенося экономическую нагрузку на эту, мы могли бы предложить этому кварталу вторую жизнь, да, вторую культурную жизнь, вторую экономическую жизнь. Как вы думаете? Конечно, это и необходимо было, потому что в пределах одного квартала, конечно, снос одного небольшого дома, как мы считаем, на наш взгляд, на взгляд граждан, который не имеет никакой архитектурной ценности, снеся его, мы уже лишаемся того облика, того квартала исторического. То есть он уже, это не история, конечно. Поэтому нужно целиком и полностью сохранять поквартально. И тех людей, которые хотят в более лучших жилищных условиях жить, надо их просто, предлагать им более комфортное современное жилье в другой части города. А здесь на данном этапе появится другое заинтересованное лицо, которое реально будет ценить тот облик данного района и те объекты, которые на нем располагаются. Да, поэтому четко должно быть зонирование. Зона заповедная, селитебная зона, деловая зона и тому подобное. Есть это функциональное зонирование, есть зона сноса, есть культурная заповедная все есть. Надо просто исполнять. А можно здесь, так сказать, с тобой не согласиться или поспорить, да? Во-первых, насколько правильно то, что сейчас было сказано, да, что должна быть зонироваться город таким образом, что деловой центр, исторический центр это как... Я все понял, не совсем, наверное, не совсем вы меня правильно поняли. Да. Мы говорим о сложившейся части города, исторической части города. Мы говорим об этом. У нас есть крепость, есть зона, крепость наша, это Диоскурия, есть селитебная зона, пятиэтажки, где живут, есть банки, в основном по этой улице, администрация города, правительственные учреждения. Я это имею. У нас сложившаяся историческая застройка, правильно? Я сужу по этому. Из сложившейся ситуации мы сделали разбивку центральной части города функционально. Существует определенный замкнутый круг, из которого трудно выйти. Я хотел бы, чтобы вы эту тему тоже затронули. То есть, чтобы решить эти вопросы, нужны деньги. А чтобы появились деньги, нужно да? То есть такой какой-то определенный замкнутый круг. Потому что туристы, приезжая, оставляют деньги, нужны функционально нам гостиницы, рестораны, музеи и так далее. То есть красивая набережная, это все приносит деньги. А для того, чтобы это все создать, нужны опять же деньги, да? Как вы видите, что с этой проблемой делать? Нужен такой меценат, который будет разрушать стереотипы за свой счет. Это может быть государство. Почему у каждой улицы, у каждого квартала не может быть своя фишка? Идет одна улица, там своя фишка, там своя фишка, там своя фишка. Не только набережная, чтобы было, чтобы и здесь было, и там было. Это можно сделать, ребята. Это сегодня в одном месте сделаешь, завтра в другом месте сделаешь. Потом, чтобы человек, когда заходит в парк, не для того, чтобы просто сел на лавочку, или просто пройти мимо. Или по дорожке, чтобы... Давайте разобьем этот парк на 4 части, на 5 частей. Дадим Сократу, дадим Тимурчику. Пусть каждый для себя, я условно говорю это все, конечно, там что-то свое запроектирует. Готовы ли молодые архитекторы участвовать в этом процессе? Энтузиастам? Почему бы и нет? Это же прекрасно. Это же... Мы ждем этого момента уже сколько лет. Конечно, это все утрирую, но это на самом деле это выполнимые, исполняемые вещи. Откуда взять деньги, да? На самом деле, мне кажется, что город — это самовоспроизводящаяся структура, знаешь. Городу не нужны деньги. Город сам должен порождать деньги. Но для этого нужно, чтобы жители этого города могли тратить деньги в этом городе. Да, конечно. Это вещь, которая в силу многих обстоятельств, а главного того, что людям, которые населяют, может и должно быть интересно пойти, посмотреть, провести время.
Вот это пространство, оно должно само генерировать деньги. Это звучит фантастично, но на самом деле также вот все города в мире. Сегодня Сухум начал мне все больше напоминать какой-то, вот как сабабы говорят, да, пригород или даже деревня. Такое впечатление, что наши горожане хотят просто поспать, поесть и все. Но такой город, он ничего не заработает никогда. Он будет обречен на снижение уровня, в том числе и экономического. Зарабатывать будет и процветать только тот город, который предложит качественные, интересные, любопытные, спортивные сервисы и так далее. Я должен иметь возможность в рамках очень ограниченного пространства либо пойти в интересный какой-то клуб, я не знаю, выставку, может быть в парк, посетить спортивные заведения, может быть фитнес, может поиграть в настольный теннис и так далее, пойти в кино, да, не знаю, хороший парк. Это должно быть безопасно, везде должен быть. Тогда у меня как у предпринимателя он генерирует деньги, и мы зарабатываем. Вот и все. У меня тогда как предпринимателя вопрос, а что тогда надо строить в городе, чтобы вот пойти... Нет, если это приносит прибыль, если это приносит инвесторам прибыль, то почему бы и нет? Можно вопрос, пожалуйста? Да. Скажите, вот предпринимателю выгодно строить музей? Выгодно художественную школу делать? Выгодно делать спортивные какие-то, которые не приносят прибыли? Выгодно делать это предпринимателю? Бильбао уже было выгодно Я строить? думаю, что проект Бильбао, музей современного искусства, он фантастически прибыльный. Ну, если подходить к этому вопросу стандартно, да, то есть как вот классическому какому-то музею, я думаю, не очень. Но если это будет сопровождаться какими-то фишками, какими-то, значит, фестивалями, инсталляциями, конкурсами и всему остальное. То есть сегодня музей это не какая-то стандартная такая вот, стандартный механизм. Да, это комплекс. Но в этот комплекс также входит, вот что говорил наш оппонент, уважаемый, говорил, что нужна безопасность, нужно общий уровень жизни поднять. Надо, чтобы люди имели такое желание идти в эти музеи. Надо, чтобы их уровень жизни соответствовал этому желанию. Это зависит от градостроителя. Если мы так начнем, от мера города, который формирует область. Если мы скажем, Сократ, не бывает, я не могу ждать, пока где-то у меня мифический уровень жизни повысится. Я должен создавать питательную среду для этого уровня жизни. Чему клоню? И он будет расти. Чему я клоню? Если мы, я думаю, здесь, когда начинал говорить, мы этот вопрос, значит, обсуждали, что одно из искусств это архитектура, да? То есть архитектура, она становится привлекательной, да, для туризма. Если архитектура один из секторов привлекательности, и кроме того, что это привлекательно, еще и функционально, то есть можно посетить музей, можно пойти в театр, можно, кстати, послушать хибу, да, в Москве это сложно, а можно в Абхазии послушать. Давайте к реальности вернемся, к нашей реальности. Что наше население, за узким исключением людей, не знакомо ни с архитектурой, ни с какими тенденциями. Они думают, вот сегодня я построю или магазин, или там какой-то офисный центр, который я сдам и заработаю деньги. Поэтому такие вопросы все-таки надо решать специалистам. И город в лице, может быть, мэра, и должен быть заинтересован в этих вопросах. Потому что на самотек это не решить. Сократ, полностью согласен. Нам нужен мэр, который придет с программой, как сделать наш город привлекательным, интересным, комфортным, и как привлечь в этот город деньги. Нужны специалисты во всем. Вот тот же самый Фигерес, где находится музей Сальвадора Дали, да? Маленькая деревушка, откуда был родом гений. Да? Но эта деревушка сделала город.
Туда стекается народ только ради этого музея. Ради одного единственного музея проходят миллионы туристов. Они сделали город абсолютно путем одного музея. Кама, я здесь бы, наверное, не говорил бы о Сингапуре, потому что Сингапур именно пошел по американскому пути, где в чистом поле была застроена, и там совершенно другие функционали. Нам надо сохранить свое и по возможности это развивать в том направлении. Но тем не менее, что-то общее есть, мне кажется. Тем не менее, Сингапур сохранил все памятники архитектурного наследия. Ни один памятник не был снесен с 1975 года, когда управление в Сингапуре было создано. Во-вторых, я думаю, то, что Кама говорит, это мы должны продумать, как это развивать концептуально. Мы должны увидеть вперед, что мы будем делать, как мы будем делать, создать некоторую концепцию, придумать ее, оценить, насколько она эффективна и выгодна, и последовательно ее сделать. То есть мы должны, не знаю, дерзать. Наверное, хотел бы обратиться в зал, потому что они со стороны смотрели нашу дискуссию. И все-таки, что главное в нашей дискуссии прозвучало? Что вам кажется, какие главные вещи мы должны сделать для того, чтобы исправить ситуацию или, наконец, начать развивать наш город правильно? Здравствуйте. Ливан Хаджимба, инженер по водоснабжению и водоотведению. Вот слушая вас, для чего нам нужен план города? Во-первых, он сразу подкреплен градостроительным кодексом, да, градостроительный кодекс, план города, то есть у нас есть законы, да, нормы, ограничивающие или определенные нормы, да, СНИПы, ГОСТы, правила, по которым нам надо настраивать город, да, развивать город. План по-любому так или иначе необходим, без него никак. Вообще, потому что мы должны знать, в каком направлении нам идти. Понимаете? Основная концепция города, я так понимаю, чтобы мы понимали, в каком направлении нам двигаться, чтобы ограничить тех людей, что можно, что нельзя, что надо сохранить, что надо оставить, где надо грамотно писать и так далее. Куда нам развиваться? Проанализировать, что работает, что не работает. В какую сторону двигаться? Генеральный план, конечно, это абсолютно без сомнения нужен, но это дорогостоящая вещь и не быстрая. Но сегодня, говоря о городе, о центральной части города, хотя когда мы говорим центральная часть города, как будто новый район, допустим, а не город Сухум, это тоже неверно, но, по крайней мере, на сегодняшний день, я думаю, что это актуально. Еще в начале 2000 года был создан эскизный проект центральной части города. Я считаю, например, что он и по сей день очень интересен. И, пожалуйста, есть сфера для работы, для деятельности, для споров, и как развиваться в центральной части города, как идти дальше. А то, что касается всего города и развития города, это, конечно, генеральный план, как воздух, необходим. Для меня генеральный план – это инструмент управления. Это не нечто такое, что у меня лежит на полке, с чем я могу свериться, или добавить еще один лишний домик, или построить аллею. Это, знаете, как сейчас говорят, бизнес на кончиках пальцев. Это нечто, какой-то инструмент, благодаря которому я очень оперативно, эффективно, и именно как вы видите, концептуально, заглядывая вперед, могу развивать эту среду. Это, конечно, должна быть и система градостроительного кадастра. Это должна быть, как молодежь знает, послойная электронная карта города. Это должна быть система анализа их всяких геопривязок, начиная от граждан и кончая объектами инфраструктуры. Это должны быть возможности анализа для развития, магазинов, сектора развлечений, транспорта, безопасности и так далее. Это все, молодой человек задал вопрос, я воспринимаю как план города. Не только архитектурный. Это общий план, на основании которого мы с вами уже все, и архитекторы, и милиция, и политические институты государственные развивают эту среду комфортную, богатую, привлекающую людей, деньги, интерес. Если этого плана не будет, будем развиваться хаотически, точно так,
Как мы развиваемся? Мы не развиваемся. Да. Как мы не живем сегодня? Вот это. Это надо менять на государственном уровне, на законодательном, на уровне принятия решений, понимаете? Должны быть люди, которые принимают правильные решения. Вот как вы сегодня обсуждаете, вот я надеюсь, что вы когда к власти придете, вы же точно однозначно правильные решения будете принимать. Но сегодня тоже это никому не помешает, кстати сказать. Беслан, что главного все-таки прозвучало, наверное, сегодня, и на что, как тебе кажется, больше всего надо обратить внимание? Вообще должно быть в нашем городе, как это говорится, формирование достойного для человека жизни. Достойной жизни для человека. И среда, та, которая здесь в городе, она должна быть комфортной, в первую очередь для горожан. И о том, о многом говорилось сегодня, и то, что зонирование нужно четко зонировать, четко знать о зонировании города. У нас большое историческое наследие, и нужно просто оставить в покое наш центр города. Я считаю, что здесь не стоит вообще вмешиваться в историческую часть. Она вполне нормальная, не стоит ее трогать. Если говорить о том, что строилось уже после войны, в конце 90-х начали что-то строить, но это и сегодняшний день также. А в основном полный кич, ничего интересного. Все, моя воля, все снести. Все, что это строилось и строится. И из современной архитектуры ничего интересного здесь у нас в Сухуми. Так что, немного пессимистично, но все-таки я бы хотел еще поинтересоваться, вообще вспомнил по поводу того, что наша индивидуальность, город должен быть какой-то индивидуальным, и все-таки у нас столица государства, мы абхазы, мы строим страну, государство молодое, и хочу просто сказать о том, что о рекламах, о вывесках об этом не говорилось. Это, наверное, отдельная тема будет. Это городская среда, и тот же язык, все-таки иностранцы, которые сюда приезжают, в основном к нам приезжают с ближнего зарубежья, они должны понимать, что они находятся в стране, в Абхазии, и у нас вообще складывается впечатление, как будто Сухуми это какая-то часть Краснодарского края, как будто так, продолжение. Мы должны быть отделиться от этого немножко. Вообще от Адлера и от Сочи, от всего. Спасибо, Беслан. Спасибо, Беслан. Мадина. Да, добрый вечер. Я хотела бы сказать, что, послушав все, что сегодня здесь говорили, я совсем практически согласна. И у нас сейчас на данный момент единственная цель у архитекторов, у жителей города – это не ждать, когда кто-то издаст закон, когда кто-нибудь пожертвует кучу денег, чтобы мы все снесли и построили все заново, или ждать какого-то крутого проекта нового города абсолютно. Нам нужно хотя бы с мелочей, которых каждый себе может позволить, и государство, которое может позволить, начать с этого. Например, парки. Уже говорилось, что архитекторы молодые, они готовы, даже, мне кажется, без денег просто так, сделать что-то интересное и новое, если государство потратит на это деньги. Постричь кусты хотя бы, посадить деревья. Мы думаем, у нас хорошая природа, можно с ней ничего не делать. Самые эти мелочи, о которых мы даже не задумываемся, это в наших руках. Я думаю, уже сегодня мы можем это делать.
А если суммировать то, что мы говорили, то есть нам обязательно при вашем участии обязательно нужно довести законодательство страны, привести его в порядок, принять эти законы. Это раз, и, наверное, здесь другой альтернативы сегодня нету. И все-таки, наверное, привлечь энтузиазм ваш, да, наших молодых архитекторов и немолодых, к новому облику, да, к тому, что называется новый облик и новый характер нашего города, новое лицо. Все-таки, наверное, прошло 20 лет, и мы должны, так сказать, уже о своем лице, у нас была возможность, так сказать, развиваться в свободной стране, и мы должны свое новое лицо показать миру, да. И я надеюсь на вас. Сможем ли мы это сделать? Или готовы мы ли это сделать? Так я вам задам вопрос. Готовы ли мы создать новое лицо абхазской столицы? Нам надо, кроме обозначенных явных проблем с законодательной базой, да, с градостроительным кодексом, я думаю, мое мнение, это самосознание, конечно, хотелось бы у людей побольше, как бы, потому что, наверное, каждый человек не обязан, да, понимать, что такое архитектура, памятник архитектуры, да, то есть у каждого своя профессия и так далее, но, видимо, надо какие-то передачи, не знаю, знакомить людей с тем, что это такое и как это надо и важно и нужно сберечь, и грамотно, чуть-чуть так слегка боясь, когда касается центральной части города, естественно, с новым строительством аккуратно надо, чтобы он так невзначай, чтобы не мешало. Самое главное, конечно, это памятники архитектуры, на мой взгляд. Не знаю, может, как архитектор-реставратора, да, но это наша история, это лицо города. Вот это основная часть, которая формирует это лицо. Это спасибо. Вот как и полюбившееся мне слово, это фишка, это самое главное, да, это старая часть города, старая архитектура, которую надо спасать, восстанавливать. И вы знаете, я вам точно скажу, что многие жители нашего города, я точно знаю, что многие не видели Нагорную часть нашего города. Вот домики вот эти, лицо города нашего. Да, вот Нагорная часть архитектуры этого города, да. Но побольше надо пропагандировать, побольше передач о каждом домике, буквально рассказывать, начиная, кто проектировал, кто строил, кто покупал, кто продавал. Побольше вот таких памятников показывать, да, и потом уже собственник, который, допустим, решил ее перестраивать, просто-напросто решить, что это на самом деле этого нельзя делать, надо сначала обратиться к ним или к архитекторам и тому подобное. Но я думаю, что в любом случае, вот у нас есть прекрасные молодые архитекторы, подрастающее поколение. Я вам скажу, очень позитивные и талантливые, да. Я думаю, что они возродят наш город, нашу архитектуру. А здесь, знаете, уникально ничего не надо делать. Абсолютно ничего в нашем городе не надо делать. Просто надо знать меру и масштаб. Я все время повторяю это слово. Это очень важно. Чтобы человек не потерялся, надо знать масштаб. А так они талантливые. Я думаю, что через 50 лет обязательно о вас скажут. Самый важный, да, в нашей ситуации, наверное, 21 век, это век профессионалов. И ваше экспертное мнение, я думаю, сегодня дошло. Здесь много было сказано о том, что надо вести пропаганду, идеологию. Наверное, мы какой-то маленький, в эту конструкцию маленький кирпич все-таки сегодня поставили, да. И я не знаю, я доволен сегодняшним нашим разговором. Хочу вам всем сказать спасибо. И ждем вас на следующие передачи, где мы будем, наверное, более узкие темы обсуждать и готовиться к ним.
Всем спасибо.